прямом эфире «Чеченской Вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 15 декабря? Прямая линия главы. Рамзан Кадыров ответил на вопросы журналистов и жителей. Электронный язык в цифре. Механизмы преподавания через электронные носители в школах, они с каждым годом все актуальнее и все больше у них потребностей. В школах внедряют электронный аббат для изучения родной речи. Студенты-чемпионы. Сборная ЧГУ – триумфатор Национальной студенческой футбольной лиги. Два часа в эфире, 49 ответов и более 10 тысяч вопросов. Ключевое информационное событие 2025-го, ежегодная прямая линия главы, состоялась. Жители получили уникальную возможность задать свои вопросы Рамзану Кадырову напрямую. Обсуждались самые острые темы – специальная военная операция, политическое будущее и экономические успехи. О том, как проблемы решались уже во время прямого эфира, репортаж Турпалали Тайсумова. Ежегодная прямая линия главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – это не просто эфир с участием журналистов, а беседа граждан с первым лицом субъекта, с человеком, который быстро решает проблемы людей, нуждающиеся в помощи. Подготовка шла качественно, с соблюдением всех возможных нюансов и любых обстоятельств. Об этом рассказал помощник руководителя субъекта, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Год был тяжелый, как и для всей страны, потому что мы знаем, что мы живем в такой период турбулентности, это бесконечные санкции, специальные военные операции и так далее, и так далее. А задачи, которые ставятся Рамзаном, они амбициозные, грандиозные задачи в начале каждого года. И вот сейчас мы послушаем и Рамзана, и ответственных профильных руководителей, каких успехов удалось достичь, несмотря на все вот эти различные проблемы, какие вопросы требуют дополнительных каких-то усилий. Будет интересно. Мы постарались поднять самые, можно сказать, такие критикующие вопросы, критику от жителей республики по тем или иным направлениям. Направляясь в конференц-зал, Рамзан Кадыров поделился с журналистами, каков его настрой на прямую линию, как шла подготовка и что он чувствует перед тем, как приступить к даче ответов на интересные и порой нелегкие вопросы. Любой вопрос. Рамзан Ахматович, стоит ли нам, журналистам, сегодня вас бояться? Зачем бояться? Меня любить надо. Мы-то вас любим. Вдруг какой-то вопрос не так зададим. Может быть такое? Если вдруг кто-то даст такой вопрос, я поощрю его. Рамзан Ахматович, а перед выходом из родных, домашних, с кем-нибудь о чем-либо советовались? Абсолютно ни с кем не советовался, ни с кем не делился. Алс и Ахмед Дудаев бегали за мной со своими там чернилами. Я говорил, лучше я буду отвечать своими ответами. Рамзан Ахматович, там более 50 журналистов вас ждут по ту сторону экрана. Страшно представить, сколько человек. Сложно, тяжело быть всегда в эпицентре внимания. Я в последнее время стараюсь вообще не появляться на экран или соцсетях. Стараюсь, чтобы мало видели. Вы волнуетесь перед прямой линией, но мы ни разу вас за врасплох не заставали. В чем секрет? Камеру, всегда я боюсь. Журналистов не боюсь, я камеру боюсь. Поэтому волноваться так нету волнения. Переживать-то переживаем. Много журналистов, и народ смотрит на тебя. И столько вопросов, которые не знаешь, что скажет на прямой звонок. И если кто-то что-то скажет неприятно, это будет неприятно. А так, любой вопрос
вопрос, касающийся работы, деятельности, политики, социальной сферы, безопасности, мы готовы на все вопросы ответить. По обыкновению участие принимают его соратники, а также министры, руководители муниципальных районов, мэры городов. Все с нетерпением ждут начала, без сомнения, главного информационного события года. За время старта и обработки вопросов на прямую линию главы Чеченской Республики их поступило около 7 тысяч. Большинство касается социальной сферы деятельности, которая интересна жителям больше всего. Подробности узнаем с минуты на минуту. Как оказалось, число просьб и пожеланий было куда больше. Пока шла прямая линия, их поступило свыше 10 тысяч, что говорит об огромной заинтересованности и доверии жителей субъекта Рамзану Кадырову как гаранту исполнения волнующих вопросов. Одной из первых была затронута тема социально-экономического итога в субъекте и результатах специальной военной операции. Рамзан Кадыров ответил, что доволен тем, как выполняются цели в ходе решения поставленных задач. Специальная военная операция санкции проблем حين حلقة أخذتن خل ديقر شو كمان دين حلقة أخذتن خل دول ديقر شق أمبيتوزنا زداش خدتو عشود عدو لطش خينا إشحون جرجع قوتش يلي ويجرم زانق ما شحون خيتر يعاون خلوا الصيل زداش بلаны поставленные перед командой насколько качественно эффективно وين حلقة عديك كن ديقر شقوتش ده دلها شود عمو قوش دوي إشتخاتر در خديرس غيرم زان ما خديرس زان ما شو دوم سيجاز ما شو دون ومن ما خوي دون بس كمان ده بوجه دون وين خدت زداش قوتش سينا أول دون نو председатель правительства дон министр шаш дон хиттин чула задач дон сокочина дон да болду кубина олдас действительно бадыгаж ишладу дастон годулучина дон ва япи проблем что да годчеп доллар наоборот вай дон плюс ядошче да олду год дон бюджеты үчү дон акцундел дон доку дон кыймаш богдас дон эсо дон Цигадон, новая задача, цен вершин, дебоныш, добровольчик, сандон, алец Байден, сандон, отношения, шоцабешон, шабешидон, 99% дон, шей балабош, не абош, шей обязательно дон, Министерство обороны, авал национальной гвардии, авал полиция, авал дон, шей долго куса исполнять, что и исполнять долг герду сан хулш дерья реалью да накалон ялсман уруан дон вай долг ти что эдом шна дон и ба аболдас дон васара цундер дон сан уйшер хлитер вай алс по юдас дон цааци сана дец ца проблем хлаят дон ца зона камотёхан дон сих дон штабо дон обцай вопросан ответит дон сан уйшер лайович юдас дон توام دانه تعمق این عبوسی و این خیلی نداشت نخچاب بیشتر عشق شاید چکو چرا باز میشدن سیر دان شاید ندان تعدان اشتاتن izmirdas izmirdas سر دان استوری هایش هنوش بسیار بیرون شو هداست دان و بالادان نیست دان بیزنس سنتر چجور دان Чаще гражданский набор, да, тады было берешь, но еще может вода, и надо, что вы чувак там, да, вы чуть-чуть, да, вы залезть в лес, мы туда дать, ура, да, всегда, да, шхалвишу, да, луч, шхалвишу. Председатель правительства субъекта Магомед Даудов в своем докладе привел огромный пример всевозможных достижений. К примеру, реализовано 153 инвестиционных проекта. В текущем году также создано около 15 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы снижен до рекордных 3,5%. Численность населения выросла на 24 тысячи человек. Проведена индексация заработной платы около 8%. В текущем году реализовано 72 региональных проекта. Построено 5 школ, 2 детских сада, 8 крупных спортивных объектов. Отремонтировано 490 километров автодорог и 11 мостов. На очереди находятся и другие не менее важные строительные процессы. Хочу от имени правительства и от себя лично поблагодарить президента фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова, уважаемую Аймани Несиевну, за оказываемую помощь и поддержку. Завершая свой доклад, хочу также отметить основные рейтинги, в которых республика находится в лидерах. Влияние глав субъектов Российской Федерации, эффективность органов исполнительной власти, самая низкая преступность, реализация нас проектов и федеральных программ, внедрение практик городского планирования, конкурс лучших проектов
городской среды. Сразу 5 победителей из Чеченской Республики. Выполнение президентской программы по газификации. Национальный проект «Инфраструктура для жизни». Культурная столица года. Достигнутые успехи – результат совместной работы всех органов власти Чеченской Республики под вашим непосредственным руководством. Рамзан Ахматович, хочу вас заверить, что правительством Чеченской Республики будут приняты все меры для устойчивого развития региона и обеспечения роста благосостояния населения нашей республики. По религиозному направлению также есть огромные успехи, о которых рассказал муфтий Салах Хаджи Межиев. В 2025 году открыто 38 святынь, возводится еще 97. Всего же функционирует 1547 мечетей, открыто 14 медресе, на стадии строительства еще 9. Всего работают 456 медресе и центров изучения Корана. В них обучаются 45 366 учеников. А кроме того, общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечил нуждающиеся семьи жильем и средствами. حلقة دلك بيدات زولا راحة عيرنا سيرنا مصر زمان شوح عديل دو حيوك شتلقا ديل دو عدش تلنا وصل مسكش نيخال شتلدوك دوقنا حاج ساي غيتر دوقنا ناخي عمرة شديتر هور شرح باش بول ديك بيلش شبيتسن ويروش بقي بيلش بوق بزغلوش دايل قبول سادويل حق ايماني عجي يبوش بول بالا سيغتن بوغاتوش شونت يرى وي Был острый семейный вопрос про возвращение чеченских девушек из Ирака. Родственники задержанных обратились к Рамзану Кадырову с просьбой помочь им воссоединиться. Работа в этом направлении, по его словам, активно ведется. Иракские власти официально объявили, чтобы иностранные государства забрали своих детей домой. Пожалуйста, Рамзан Ахматович, помогите нам. صدق اشتغل شايل خناجر دحونيق ديريس خيلهون. Следующий вопрос. Заниматься дешдудом, иностранные граждане, чтобы забрали воду, штелать, стацию, қан юрен террористический бутидон, штабом выдон, дельно почалкудон, сигадон, почалки адар дизуидон, шадешад. Шеберс, я забыл выстрелон. YouTube адон, ВЦБ, стадали надацдон, штурмешадон, арададон, Ahoan Resinodon, Shashatadon, Sarah, Yuhul, Zaishin Bosch, Latch to that Lamoladon, Sabad, or Buddhist Abadita, Admashadu, Docti, Shopazadon, Shadner Salton. Касаемо беспокойства людей, что молодых и неопытных призывников могут отправить в зону проведения СВО, Рамзан Кадыров заявил, что это всего лишь слухи. Существуют также слухи о том, что по окончании службы призывников принудительно заставляют подписывать контракт. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Абсолютно да. Ерунда, это будет помочь прокомментировать и вопрос даст. Все-таки Рамзан Ахматович. Куда он вопрос С начала военной операции на Украине верховный главнокомандующий страны Владимир Владимирович Путин 3 раза делал заявление по этому поводу, что наши парни, имеется в виду призывники срочной службы, на СВО отправляться не будут. И они действительно не отправляются. На сегодняшний день у нас 1500 человек, на сегодняшний день уроженцы Чеченской Республики выполняют свой воинский долг, проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации, и ни одного из них нет в зоне СВО. Недавняя атака на Грозный с использованием беспилотных летательных аппаратов вызвала у людей серьезную обеспокоенность по поводу того, как они могут преодолевать большое расстояние, стартуя из Украины. У них маршрут такой бывает, там панцирь не ловит, там они низко летят, они через разные маршруты залетают, и только когда они залетают, только когда их мы видим, мы через стрелковое оружие сбиваем. Я скажу, что Россия в начале войны была намного слабой, чем сегодня. Сегодня производство улучшилось, военная тактика изменилась.
и люди там по-другому воспринимают, и люди добровольно идут воевать против этих шайтанов. Долетают они окольными путями зайти, а так каждую ночь, каждый день объявляют, люди спят, а мы до утра ждем, где, откуда. Наши ребята всегда и там, и здесь на страже охраняют покой населения. Пострадавшие есть в результате? Нет, пострадавших нет у нас, погибших нет, чуть-чуть ранения, царапины получили. А так погибших нет, самое главное, алхамдулиллах. Социальная сфера – один из остро стоящих вопросов. Перебои электричества в некоторых населенных пунктах в период холодов вынудили жителей обратиться о поддержке. Адам Султанович, Делимханов, Квертауш, Докудон, Белашпинадон, Докудон, Танцевскийцнадон, Докудон, Сетич, Апнулетинадастон, Дамолахинц, Сохич, Хуадмидон, Цутриадон, внимание, Догведа, Юкведас. В первую очередь, Ала и Штилметшдона, Вейдешл объективен, Светтёшуздедон, Три хажиня, основное внимание, Хинцвейдон, когда станцию при дополнительно идешь один Решен был вопрос по обеспечению жителей одного из сел чистейшей водой. Эта проблема нечасто возникает в населенных пунктах, и поручение по решению проблем дается незамедлительно. Отправили также сообщение жителей села Дарбанхи. Пишут, что начиная с 90-х годов испытывают трудности с питьевой водой, пьют серную воду, так как другой нет. Спрашивают, можно ли в населенном пункте провести питьевую воду. А вообще дуете эти вода? Насколько известно, у них только серная вода есть. В курсе вымысла. А порученица у нас разработан комплексный план модернизации всей коммунальной инфраструктуры. В рамках этого плана планируется начало работ с 1 января 2026 года. Именно село Дарбанхи. 26 километров водопроводных сетей. Уже информацию даст, Вывоз мусора порой также доставляет неудобства в связи с несвоевременной уборкой твердых коммунальных отходов. Однако проблема порой бывает из-за жителей, не заключающих соответствующие договора, а не только из-за организаций. Проблема с вывозом мусора остается актуальной для некоторых населенных пунктов. Региональный оператор «Оникс» объясняет это нехваткой оборудования и рабочей силы, а также тем, что многие жители не заключают договоры на вывоз мусора. Почему страдают те, кто заключил договор, если услуга не оказывается должным образом? Какие меры планируются для решения этой проблемы? Система обращения с твердыми коммунальными отходами с 2018 года в Республике порученец более на бешбалбу обеспечена техника, и на сегодняшний день дополнительно закупается техника, соответственно, с населением ведется работа полностью в комплексе, бешбалбон сюда. Но раз обращаются, значит, есть недочеты, да, мы совместно с органами муниципальной власти эту работу качественно исправим еще дополнительно. Вопрос, что во взаимодействии, так, для информации, что там, пользуясь случаем, все-таки вот те, которые вот договора ждать, вопрос, что именно через просвещение этих людей муниципальное образование главенство ушалдет курсарц беш бол вон замач ежедневная динамика положительная улучшит берухи. Дорожные вопросы озвучивались по нескольким направлениям. Граждане просили оказать содействие в укладке полотна. Оказалось, решение уже было запланировано. Уважаемый Рамзан Ахматович, обращаются к вам жители станицы Каргалиновская Шелковского района по поводу неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Хотелось узнать о планах и конкретных сроках начала проведения капитального ремонта автодороги, проходящей через село. Данный вопрос является крайне важным для обеспечения безопасности движения, комфорта жителей не только станицы, но и близлежащих сел. В 26 году 6 километров программировал дал белашки да по этапу добил. Актуальным стоял вопрос по решению проблем с жильем. К примеру, жители Байсангуровского района столицы попросили политика помочь в их переселении из здания, признанного аварийным. Поручение было дано сразу. Кроме того, Рамзан Кадыров дал поручение решить проблему многодетной жительницы, испытывающей трудности с собственным жильем. По ее словам, у нее 2 сыновей служат, участвуя в специальной военной операции, однако средств хватает только на аренду. Мы скитаемся по съемным квартирам.
так как своего жилья у нас нет. Я неоднократно обращалась в районные, городские, республиканские органы. Однако вопрос остался открытым. У меня 2 сына находятся на СВО. Прошу вашего содействия в решении указанной проблемы. Номер телефона языка. Интересным был вопрос про запрет поставок мяса птицы из соседних республик и закрытию некоторых аптек, а также салонов красоты. Однако причины таких шагов дали понятное объяснение. Такой проверкой на около 100 салонов соответствует девушек, так чаю жижи колнис улявош салон хол цаца норм соблюдать шацарца. Так аптек адам смала лицензии учер так цац молно что шер левой так чуях шолом цар хагичи вегемся мороженое шер заводук Пятигорское мороженое хакуях шола это анализ тайлитан чанс мороженое анализ якончена 5% хаки жирят чем дикалит эрцунах тушса. Любой эр чуях шоломят юк хумтуях юк цаасаблюдат тешучулши. Так вот ахил салонши энздаойлнак определенно 10-20% ела изанол 80% салонши нормально болбешма из аптек сидол хала из дук Таган 8-7 аптек за лицензию учу даойлна выше 200 данного действующие болбешуши норм соблюдать и чана и рабочий метигол дер наоборот средний малый бизнес а давление за ну озам бойч бац до хардин адайла бишаде голор дешт. Жители, в особенности молодые ребята, задавали вопросы о том, как глава региона проводит обычное, нерабочее время, его личные предпочтения и любимые места в субъекте и столице. Добрый вечер, Рамзан Ахматович. Я люблю прогуливаться по бульвару Асамбаева. А есть ли у вас какая-нибудь любимая локация в Грозном? Полностью люблю дом Грозный, да. Все локации, да. Хочу сделать город Грозный самым красивым городом, самым современным домом. И поэтому я люблю все улицы, все переулки дома. А еще были просьбы от нуждающихся жителей в приобретении совсем небольших благ, к примеру, компьютеров для мальчиков, швейных машин для девушек, приобретение крупнорогатого скота и другие всевозможные подарки. Эти вопросы решались прямо в ходе эфира. Некоторые были исполнены еще до окончания прямой линии. Длилась она около 2 часов. За это время политик успел дать ответ на 49 вопросов. Ни один из присланных не останется без внимания. Они будут рассмотрены координационной группой администрации главы и правительства субъекта. Приходили не только личные просьбы от жителей, но простые теплые пожелания в адрес Рамзана Кадырова, ведь он создал условия, при которых жить людям стало намного проще и приятнее, а нуждающиеся в дополнительной поддержке получают ее стабильно, каждый день, в течение многих лет. Торпа Лолита Исумов, Моусар Хаджиев и Сайд Сельман Пукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров проинспектировал работу конно-спортивного клуба «Ахмат». В ходе визита он ознакомился с новым пополнением, скакунами, обладающими элитной родословной. Глава подчеркнул, что приобретения укрепят позиции клуба на всероссийских и международных соревнованиях. Репортаж с ипподрома имени Сайд Хусейна Закаева. О большой любви главы Чеченской Республики к лошадям знает, наверное, каждый. Даже в самые загруженные периоды он находит время навестить благородных животных и поинтересоваться делами конно-спортивного клуба «Ахмат». Министр сельского хозяйства Висхан Мацуев доложил руководителю субъекта о пополнениях в рядах скакунов и их состоянии на грядущий сезон скачек. Все они обладают великолепной родословной и являются многократными победителями различных соревнований. نانا دكتور شلتون هونان سا هون وش بقول قيس كوبك دبي صدوق في السمات يقول ده ثم وشو أبصر تايش وجه دو راس إزاوي توجه فتح هذا اللي هو شند لا موع من دبي أيق خلات تبوزو لا شيء قبيلة يعني نوع كان يقول يعني وين ده وشيء tak ca praktyka جو سوبر دربي كان شنو وشو
اشتبعتنا نقول Россия هنا يا Heinz im Gym sada ay chut khains ha وطعن شن بتاع وبوستس كاشكي sada ay كان تعيولين وطعن ده تعيولين يو Рамзан Ахматович лично познакомился с будущими звездами ипподрома. Глава республики уделил особое внимание молодым жеребцам и погладил их. Скакуны, как и всегда, встретили гостя тепло. Среди них сын его любимой лошади Зазу, который уже демонстрирует завидный потенциал. هاري هو سوبر ديربي يا هذا الشامبيون هذا يخشى هذا واحد بالبريزيدنت هم لا خير فريت الجو بيراميد عيون الرصاص راس فشاكه ها بسوم ويجري شيء بسوم لا قريب خذهم سنة زوجة سعيدة لا حاجة زوجة شعر بقورسان داخل يولن سكبوا اللي هو يالو شان اوبشن جميل دين شوع بيعت شوع انت مال ميتر تيسك تيسك تشتري بيعتي اوبشن جميل وكانش يحكي هنا جربت تستيب حكي هر هو باش تبيش بعد سوي شيء قاعد تسوي يوق بس على اوبشن جميل فشا كلاسنا يو أنا جو لقدو جيم جاجيم نويت جاكيوت. Пользуясь случаем, Висхан Мацуев от имени всех конников республики выразил глубокую благодарность руководителю субъекта за всестороннюю поддержку конного спорта. Благодаря этому вниманию в Чеченской Республике создаются все условия для развития этой важной отрасли и достижения новых высот на всероссийском и международном уровне. كون سبورتي اليوم مثلا يشتغل سوقش مثلا يشتغل سكاتش مش بيجي هو صح خيش هادو شميل وشونيس هو هم بيج بركة البوش هم عجيب ما كونك شيء بروبلم هل حد رمزان إذا هتلعبوا بيجي مثلا الأولى يفرحين إنسان حلقة أخي لا يسوي سويت هذا زود سخلوية يبدرون سخلوية دانورين وقلت على يبدرون يوه وقول في رمي استحقق ولا كرسنا ده يوق كرسنا سكراي يبدرون بجوا وكشاش تنو خذوا يوق يبدرون بجوا وين بعد حبة بيت يتقولي وإذا ذكر وقت يسكت شيء شيء خلاص وقت ما صار شيء جوش كنيش تسيد ذكر وقت ميسن جوش وأخناغن كونكشن جو بانيك يوت وإذا هون بركة الألبوم ذكر وقت سير ولو بانيك حاول وتجو راح أخبيت وين وز بيزم سبوا حلقة مرسيا وين خاك ما كريم مسار جورين استعداد مسار شيء كرايوتي قاعد دعوة لأن تشينج بين شو سبت صار إذا وين خذ أحسن طاق عني أتكريت سكاشك شغلات بس سو حوايش إيش تبرتير وين خذ سكاشك ذكراي بليت توشاش موجش اللي يدوق صار هذا بيش نسكات شو مليون شو مليون كم أخشى اللي استاتو شيء حاليا أعطيني كده جو في حاليا الجور هلام تقول لك إني تزيد إيش تي متك حياة بفاكتو بيرو ويدو بس صار شيء سكاتش العقل لأن حجورو حداقنا أخشى تين حال ديوتي صار شيء نجلع أول شيء ملا أخشى اللي شيء صار بيدق الدوس هو شيء إسكوس بينا حالا يوقف شيء ريتي حقيقة تو عارف مايو هل وبشن جميع حياة لينشينا هو جرب شيء ساب أمير شافتك ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله أنا هو من الأولاد عم مركز يو هندم راسي تدور جين جميع شو ده ما عززوا بعيش أكيد سنة ليش لا ما ديك دو
Многочисленные визиты главы республики вновь подтверждают особое внимание, уделяемое развитию конного спорта. Ну а клуб «Ахмат» благодаря таким пополнениям продолжит укреплять свои позиции и прославлять республику в самых престижных соревнованиях. Медина Мударова, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» отметил свое 35-летие. Мероприятие во дворце торжеств имени Дагуна Амаева посетил Рамзан Кадыров вместе с семьей. Коллектив к юбилейной дате готовился кропотливо. В программу вошли номера классической хореографии в сочетании с национальной стилистикой. Танец лебедей приковывал взгляды. Каждое движение солисток завораживало грацией и синхронностью. А постановка «Волки» поразила драматизмом и динамикой. Зрители не сдерживали эмоций, аплодисменты и восторженные возгласы сопровождали артистов на сцене. Все это под игру живого оркестра. В рамках торжества глава вручил государственные награды. Заслуженная артистка России Чеченской Республики, кавалер ордена Кадырова Амина Ахмадова удостоена медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Ряду артистов присвоены высокие звания народных артистов Чеченской Республики. Нескольким сотрудникам ансамбля вручены ключи от квартир и автомобилей. В завершении вечера региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова выделил всему коллективу ансамбля по 100 тысяч рублей. Мы готовились очень плодотворно. Был такой трудный путь, конечно же, нервы, слезы, усталость, гриппы, все на свете. Но мы это все преодолели. Поскольку у нас фольклорный ансамбль, мы не имеем права уходить во что-то современное. Естественно, мы старались в ногу со временем все, но сохраняя наш национальный колорит, наши корни. Надеюсь, зрителю понравилось, очень надеюсь. Хочется выразить огромную благодарность нашему главе за то, что он делает все для моего коллектива, для Нохчо и для культуры в целом. Прямая линия главы запомнилась оперативным решением проблемных вопросов. Яркий пример – история Таиты Абдулаевой, которая ухаживает за больной матерью. Она просила 1 корову, а обзавелась 4. О счастливой истории Ахмед Рамазанов. В ходе ежегодной прямой линии с главой Чеченской Республики Рамзана Кадырова поступило обращение от жительницы села Старогладовское Шилковского района Таиты Абдулаевой. Письмо зачитал помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, в котором говорилось о тяжелой жизненной ситуации и просьбе подарить корову. Рамзан Кадыров откликнулся на просьбу и дал поручение купить скот и отдать в ближайшее время. Мать болеет, отца нет, живу на пенсию матери, больше дохода нет. Просят корову. Примечание: девушку зовут Таита Абдулаева, Шилковской район, Старогладовская. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики Висхан Мацуев и начальник управления ГИБДД Идрис Черхиков сразу выполнили поручение. Скот доставили незамедлительно. Женщина была удивлена, что на обращение откликнулись моментально и, не сдерживая эмоций, благодарила главу Чеченской Республики. Это одно из желаний, которые были исполнены уже в ходе прямого эфира. Подобной уже стало традицией ежегодных прямых линий главы, когда поддержка оказывается оперативно. Ахмед Рамазанов, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Мечта сбылась не только у Таиты Абдулаевой из Старогладовской. Жительница Грозного Ламара Абризова, чей муж принимает участие в СВО, получила ключи от новой квартиры. Семья Умаровых и Магомаевых также стали новоселами. Мэр Хасмагомед Кадыров лично вручил им ключи. Лейла Муртазова о том, как желанной становится явью.
Пресс-конференция главы Чеченской Республики завершилась, изменив в лучшую сторону десятки судеб жителей региона. Одна из них Ламара Абризова, которая обратилась к руководителю субъекта с просьбой помочь ей жильем, так как молодая семья не имела достаточно средств, чтобы приобрести свое собственное. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров вручил ключи от новой квартиры, теперь уже хозяйки. Ламара выразила слова благодарности руководству региона за столь неоценимую поддержку и заботу. Сона Инстаграм чагинир обращение прямой эфир хриал номер WhatsApp чаязи ас свой почахик обратиться динир цинда эсва охалву розгварди нефтеполки балбешу сайчу ягмет кятер сайчи дюзол букуш кантвою ал auch и квартир снимаете, قايت شخان يتسار سнимаете, صوتك عيالدي شخان بيات وتخان يق أحسن شو يومت كيزر قصين يا مال شادك دول شو يومت كتسيل ورقصيك أتمنى أبرتيس دينا أتيت إزر نق أحسن صار خارج رؤال دقعد إزر الحمد لله ويباتش أحس خارجن سال поручение дає лірер усамло ел чуашамел дегдол шуи анвахи чанис чуашамел дал обустроить дин хамила цосон хартахан الحمدلله дерис хилцун изандел дерис аймани нисиевина хил изандел дал дуктах дойлкши. Еще одна обладательница заветных ключей от нового жилья стала семья Умаровых. Двое пожилых людей были вынуждены жить в съемных квартирах, не имея никого, кто сможет помочь. Узнав о прямой линии, Яхит решила попросить решить ее проблему. Рамзан Кадыров всегда неустанно трудится ради благосостояния своего народа, и к каждой просьбе он относится с большим трепетом. Обращение не раз. Твой коучинг, эсва ваган, кант, такерохан. Инда первую группу инвалид. Со два глошу сахарну, тайпхешу до сатомш. Allah deriz khalil. Şunu Рамзанин волцинан deriz khalil. Да, духя пели. Мария Магомаева, многодетная мать, и имеет ребенка с ограниченной возможностью здоровья. Два ее сына являются участниками специальной военной операции. У семьи не было дома, ее проблема решилась также, обратившись к главе республики. Сон Инстаграм чакинир, хохрена, прямой эфир хрютин эл байрам вай мехгде Рамзан хаджи. Так я зиргасун сообщение своя нех чуял-дир. مسيتشرا نيخ خيوق شيرسا شو مكشو يوتشو عيرسا شي كانت اسوا ورسا تاچا ورد يوزو خوخلج غدي داستي سن ال يازير قص ابشيني سون سيخ اتويتي دير ما شاء الله اشت دقيقه خيرسا هرهسم يليسون شا مليون ميبليك خيك شايو هما يول شيقو الحمد لله ديل رئيس خل آل لورداسون وي مخدين رمضان حجينا الله ديكن سبيقم بولцуна. Все квартиры, которые были вручены, полностью обустроены всем необходимым для комфортного проживания. Новым жильцам остается только жить. Лейла Муртазова, Шамсудин Джабраилов, Сейд Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. По поручению главы, озвученному им в ходе прямой линии, начальник управления Росгвардии Шареп Делимханов провел прием граждан, выразивших желание проходить службу в ведомстве. В отношении одного из соискателей принято решение отложить рассмотрение кандидатуры до достижения им совершеннолетия. Второму кандидату предложено место в кадровом резерве в связи с отсутствием вакантных должностей в желаемом подразделении. Шареп Делимханов отметил высокий авторитет силовых структур и подчеркнул пристальное внимание руководства республики к вопросам их оснащения и социальной поддержки семей сотрудников. Все обращения взяты на особый контроль.
Меч структура. 16 год, а лазан навален стезун было околоша амонаматау. How much of it? 17 دون فيورا على 18 أخو 17 شو سقط شيء هذا 17 لتر شو بالخواتو وبعد ثاني أولا حبرت شو خوش تردوه وحبرت شو قط شو تحت يلي شو نرمتي شو ما حاجة يو صبر بولجرة سنيو 18 لتر قط شو تحت قداسم قدر دو قدر دات قداس متردول شو بروس. В Грозном состоялось мероприятие ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. На встрече присутствовали представители республиканской власти, руководство и сотрудники СМИ, а также родственники героев, отдавших своей жизни. В ходе мероприятия семьям передали денежные средства. После памятного мероприятия они направились в сквер журналистов, где возложили цветы к мемориалу памяти погибших сотрудников СМИ и прочитали дуа. ويمخك جورناليست بيش بول توخل اي اوتس تونش كعبوخ بن جيتن ميرل دون الله ياتشون سار تغن سن تون عين بوديج ياتشون سار شاشينرك تغن سن برغت لوش آل بادولش تغن سن شو خازك ايد واخا متك يولش يوخ تشوي يولش ياز تتراج اتسغن عم كيخ تروچ در كمبيوتر شميوتش ياتسر İşt bin belış başın sar binaş, iştin podvik şiyatçın sar, işt şeysin oş adil bana başın şda. Sar bık doluş, tuam belçena, dakılhan buduk bonluş. Hora şiye sıda din ved davak çan vol çıgaha, kamer yol çöşe kamer yats, diktafon yol çöşe diktafon yats, qihuma dat şiye qolam kiyaht yats ara vel. Şiye bol bitçiga, dakılhan istilna bu ştuq bir. В образовательных учреждениях внедряют электронное пособие АБАТ. Основная цель разработки – сделать процесс изучения чеченского языка в начальных классах максимально увлекательным и эффективным. Платформа предлагает интерактивные задания различного уровня сложности, что делает традиционный урок в захватывающее занятие. Репортаж Мадины Кураевой. На уроке родного языка у первоклассников не привычная доска, а экран с яркими картинками. Учителя уже вовсю используют электронную азбуку АБАТ, которая помогает детям легко и увлекательно осваивать основы чеченского языка. В начальной образовательной школе селения Беркат-Юрт уже работают с электронной азбукой АБАТ. Этот мультимедийный ресурс делает обучение живым и интерактивным. Дети с удовольствием выполняют задания и взаимодействуют с материалом под руководством учителя. Современный учебник был презентован в Грозном министром образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаевым. Проект ориентирован на то, чтобы сделать изучение родного языка более доступным для детей всего региона. Вот такие варианты, механизмы преподавания через электронные носители в школах, они с каждым годом все актуальнее, все больше в них потребностей, все больше и учителя должны в них углубляться, изучать и втягивать туда наших детей, конечно. Мы знаем, благодаря поддержке Рамзана Ахматовича, нашего уважаемого главы, материальная техническая база в наших школах каждым годом, она улучшается. Школы приспосабливаются, подготавливаются именно преподавание через такие носители. Это интерактивные доски, интерактивные панели, компьютеризация и так далее. В основе АБАТа интерактивные задания и упражнения, которые облегчают работу учителя и усиливают вовлеченность учеников. Здесь есть и игровые упражнения, и примеры слов, и задания на закрепление материала. По словам педагогов, использование электронного ресурса оживляет уроки, делает их более наглядными и помогает детям лучше усваивать материал. Работа над проектом стартовала в 2023 году, и уже сейчас цифровой учебник внедрен в образовательный процесс. Министерство образования планирует распространить его во всех школах республики и развивать электронные учебные материалы и для старших классов. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Знаменитый танцор, педагог и балетмейстер. В Грозном состоялся творческий вечер Доки Мальцагова, титана чеченской хореографии. За его плечами десятки званий и наград, каждая из которых добыта благодаря каждодневному труду. В 1969 году Мальцагов присоединился к ансамблю «Война», с которым гастролировал по всему миру. О человеке, чье творчество вместило в себя всю красоту чеченского танцевального искусства. Народный артист России, бывший солист и директор легендарного ансамбля «Войнах», выдающийся педагог и основатель школы искусств имени Махмуда Эсамбаева. Более полувека он выходил на мировые сцены от Монголии до Германии, от Сенегала до Сирии, демонстрируя виртуозность и вовлекая зрителей в самобытную культуру чеченского народа. Его кредо, которое он всегда стремился передать ученикам. Танец – это не просто движение, а зеркало, отражающее характер народа. Самый главный принцип танца, я считаю, низ. Нохча айдля. Валма вездер özde. Юац, юасидаш. Ларамбаш. Халхвалар. Халхар за камелду юасдеш. Любое движение, версиматайрвей, о чем-то говорит. Хор, боларц, кукайдарц, хажарц. Шаделик за камелду. Искусство ешь, культура ешь, шиқам деш, шиқам мот беш бол нахбутан ушкатер, дал сидельцер, дел резхлильцер. В этот день в концертном зале ансамбля «Войнах» чествуют настоящего титана национальной хореографии, чье имя золотыми буквами вписано в историю отечественного искусства. Поддержать Доку Мальцагова пришли самые близкие люди – его семья, давние друзья и многочисленные коллеги. Все те, кто на протяжении десятилетий был рядом и радовался его триумфам. Доку я знаю, что он в ансамбле в старом составе танцевал. Его танцы, его грация – это вообще незаменимо. Я его очень люблю и уважаю. И горжусь им, что у нас есть такой танцор. Он самый талантливый, можно сказать, артист. С юных лет он занимался танцами. Я помню, когда он приезжал во дворец культуры города Аргуна, мест не было. Я рада, что сегодня вот так народ с уважением к нему пришли на его юбилейный концерт. يسبل خلخر يزدن قليديق اشتحبي نقص شو أبوال بيش وزبلخن تيرا والشلوي شو إيت مسل دولش ша özник дикшна хавелла волш. Со словами поздравления выступил заместитель председателя парламента Чеченской Республики Роман Идилов. Он зачитал приветственный адрес от Шайда Джамалдаева, а также передал благодарственное письмо и почетную медаль. Уважаемый доктор Ахмедович, примите самые теплые сердечные поздравления по случаю вашего юбилея. Юбилей – это особый праздник, отмеченный глубоким осмыслением пройденных путей, пристальным вниманием к предстоящим делам. За эти годы вы многое успели сделать, пройден большой путь, наполнен яркими достижениями, несомненным успехом. Убежден, что ваша деятельность является примером беззаветной преданности избранному делу и высокого служения своему народу. К поздравлениям присоединился и советник министра культуры региона Адлан Мажидов. Он отметил неоценимый вклад Доки Мальцагова в культуру региона и передал благодарственное письмо от имени Исы Ибрагимова. Союзной Республики, должен делать, даваться делать, что качество код, что ногчик он культур, гойчвы ногчик он хелгар гойчты, да качмета, массумета, поздазали стеключты, гоуза да гойч. Особенно ценно, что искусство Доки Мальцагова объединяет не только поколения, но и регионы. В числе почетных гостей были и коллеги из Северной Осетии. Народный артист Российской Федерации Зелимхан Казаев тепло вспоминал годы дружбы и отметил, что именно танцы по-настоящему
сближают народы, стирая границы. Что на банкетах, что вообще в жизни, что какая у него походка, как он встречает даже соседей, как он всегда провожал свою партнершу. Вот это и есть уже народное достояние. Он действительно не только чеченского народа достояние, а всего российского масштаба. В этот вечер выступили ведущие хореографические ансамбли Чеченской Республики. Они, как и всегда, показали всю мощь, грацию и экспрессию чеченского танца. От стремительных движений юношей до плавных жестов девушек. Дока Мальцагов доказал, что истинный талант и преданность своему делу способны творить чудеса и вдохновлять людей. Каждый, кто присутствовал здесь сегодня, унес с собой не только яркие впечатления от выступлений, но и глубокое понимание силы танца, способности связывать поколения и сохранять бесценное наследие. Действительно, Дока Мальцагов – это пример истинного служения искусству и своему народу. Медина Мударова, Сейдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. 15 игр, 13 побед и 40 очков. Чеченский госуниверситет впервые в истории стал чемпионом Национальной студенческой футбольной лиги. В Суперлиге имени Игоря Гамулы сборная продемонстрировала выдающийся результат – всего 5 пропущенных мячей. О пути к триумфу – репортаж Рабиат Гайтиевой. 10 лет пути и вершина покорена. Футбольная команда Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова впервые стала чемпионом Национальной студенческой футбольной лиги. В Суперлиге имени Игоря Гамула они выдали феноменальный сезон. 13 побед в 15 матчах и всего 5 пропущенных мячей. Их игра стала золотым стандартом для всего студенческого футбола страны. Чемпионов у стен родного университета встречали сотни студентов, болельщиков и администрация вуза. Хлопушки, песни и всеобщее ликование – так благодарили футболистов. Я хочу поблагодарить наше руководство, Министерство спорта во главе Ахмада Рамзановича Кадырова, главу нашего республики Рамзана Ахматовича Кадырова, то, что во всем нам, то, что нам помогает, без их помощи вот этого ничего не было. И вот отдельная благодарность за все это, за весь этот праздник. Главным творцом победы стал Микаил Ахмедов, лучший игрок сезона. Он провел все матчи, забил 6 голов и был неоспоримым лидером в центре поля. Непередаваемые эмоции, просто это честь представлять такой вуз для нас. Напряжение было до последнего матча, у нас разница была с ними 1 очко. И там посмотреть трансляцию, никто не поймет, что мы выиграли. Эмоций как таковых не было. Все устали. Но стоит зайти в нашу раздевалку, то все поняли бы, кто там выиграл. Улыбки, смех и гордость, сияющие в глазах каждого, от игроков до встречавших их студентов. Эта встреча показала игрокам истинную ценность их победы. Осознавать, что ты чемпион России среди таких грандов, как тот же Кубанский государственный университет, тот же Крымский университет, очень сильные команды. И осознавать, что ты сейчас вписал свое имя в историю, это очень многого стоит. Триумф завершился традиционной церемонией. Кубок победителей был передан ректору университета. Победа, отвоеванная десятилетием, теперь навсегда вписана в летопись Чеченского государственного университета. И вот на такой яркой и теплой ноте завершилась торжественная встреча чемпионов Национальной студенческой футбольной лиги 2025. Их победа стала историческим моментом, но, как признаются сами игроки, дальше только больше. Рабиат Гайтиева, Сейдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном завершился чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по спортивному и боевому самбо. Турнир собрал внушительный состав участников, более 300 атлетов. Победители получили право принять участие в чемпионате России. О триумфе победы и горечи поражения следующий репортаж.
Самбо – это комплексная система самозащиты. В ней допускаются удары, но ключевую роль все равно играет борцовская техника. Основная задача не в том, чтобы отправить противника в нокаут, а в том, чтобы быстро и надежно его нейтрализовать. Поэтому бросок с последующим болевым приемом зачастую оказывается эффективнее и безопаснее, чем прямой обмен ударами. Спорткомплекс, названный в честь легендарного спортсмена Буайсара Сайтиева, стала площадкой для проведения чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по спортивному и боевому самбо. Проверить свои способности собрались более 300 атлетов со всех округов. Чеченская республика стала центром развития самбо. Реализуются проекты самбо, школу 4 округа из 5 мы проводим. И есть соответствующие результаты. Мы недавно встретили 7-кратного чемпиона мира по боевому самбо Абилуа Шейх Мансура. Я думаю, за этим парнем последуют его примеру многие наши спортсмены. И уже по первому дню у нас хорошие результаты. Соревнования проводятся в разных весовых категориях среди юношей и девушек от 18 лет, среди которых Хусейн Мусиханов. Парень отдал все свое детство вольной борьбе, занимал призовые места на различных турнирах. Год назад решил проверить себя в боевом самбо и впервые участвует в подобном турнире. Несмотря на небольшой опыт в данном виде спорта, он одержал уверенную победу над оппонентом. За порядком проведения боев следят опытные судьи, которые в прошлом именитые атлеты. Как и в других видах спорта, есть и разногласия насчет боя. И для этого арбитры смотрят видеоповтор на экране и выносят справедливый вердикт. Мы с каждым годом совершенствуемся, с каждым годом растет уровень спортсменов. Тяжело сохранять спортсменов для тренеров этого уровня, так как это взрослые ребята уже. Но тем не менее, достойные ребята достойно показывают уровень борьбы. За бросок на спину 4 балла дается, за бросок на бок дается 2 балла, на таз либо на грудь дается балл. Но еще и зависит от того, как бросил, в какой стойке остался атакующий и все такое. То есть много нюансов, но динамика развивается и правила, соответственно, развиваются для того, чтобы усовершенствовать наш вид спорта. Победители в своих весовых категориях попадут в сборную Северо-Кавказского федерального округа для участия в чемпионате России. Помимо этого пройдут нормативы на мастера спорта. Ахмед Рамазанов, Магомед Басаев, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунте Алвайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.